Город Салават. Сюда с очередной рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Салават – один из крупных промышленных центров Башкортостана. Город расположен на юге республики, на левом берегу реки Белой, в 160 километрах к югу от Уфы. Салават как населенный пункт появился в 1948 году. За это время он превратился в современный город. Его основа – нефтехимические предприятия. Есть и объекты социального назначения. Один из них – стадион «Строитель», возвели еще в 1959 году, и сейчас его необходимо реконструировать. У нас занимает 6 лет, начинайте уже раньше, да. Это уже все, которые уже ездят. Опытные. Все отлично занимаются, как бы в технике разбираются. Ну, вообще, можно сказать, чуть не профессионалы уже. Это муниципальная школа, да? Муниципальные бесплатные занятия. Да, здорово. У нас есть еще и картинг-секция, но она так маленькая, начинающая. Техника-то есть? Техника есть, да. Ну, в основном, как бы, своими силами мы проводили здесь каток, зарабатываем деньги, покупали мотоциклы. Объем двигателя 500 кубических сантиметров. Вот езда такая чистая. Какую максимальную скорость набирает? 90 прямая, где-то 75 на вираже. Ну, может и больше. Вот 16-летний кандидат в мастера спорта. У него контракт с Польшей, он ездит за клуб польский, участник европейских соревнований на чемпионате мира. Популярно, да, вообще? Ну да. Вот самый маленький. Вот он. Да, ну вот попробуйте сцепление тут. Сцепление, газ в руках. А сколько лет вам, юноша? 8. Ух ты, и сколько же вы занимаетесь? Я? Ну, я заниматься начал недавно, с мая, Нравится? да. А не сложно, не опасно? Опасно-то опасно, но если ты уже умеешь ездить на мотоцикле, тогда это уже не сложно. А вы умеете? Да. Хорошей вам дороги. Берем этих деревьев. Много народу смотрит? Да, но у нас полная трибуна. Вот, проводили мы 3 соревнования. Вот это в аварийном состоянии. Ну, где-то На 6,5 общей сложности рассчитано. Вот эта трибуна на 5000 и здесь 1500 народу. Здесь у вас гаревая, да? Да, гаревая. А зимой вы на льду, да? Или как? зимой мы тренируем только ребятишек на льду, а в большом ледовом спидвее не участвуем. В основном гаревый. В Уфе вот там ледяной спидвей, в основном, а здесь гаревый. И это уникальный свачий спидвей. Предлагают нам провести Европу здесь. Вот буквально недавно было предложение от Федерации провести Европу ледовую. У нас есть готовый свечник, прошли сметную экспертизу. Здесь предусматривается замена существующего поля на искусственное, обязательно ремонт гаревой дорожки, обязательно ремонт трекового забора, появляется мачта освещения. Вот существующую трибуну, у нас там сейчас раздевалки, Под ними раздевалки. под ними будут Так и раздевалки, будет, да? предусматривается дополнительное еще количество раздевалок и спортивный зал дополнительных тренировок. И появляются дополнительные футбольные поля. Здесь 2 спортивные школы. Спортивная школа «Спидвей» и спортивная школа «Салават». 400 детей в общей сложности. 41. 41. Да. Это 3 техника, секции. гараж какой-то или что? Да, есть боксы. Боксы. Тоже предусматривается ремонт. И появляется у нас еще трасса для мини-мотокросса в этой части, южной части стадиона. Да, Есть, да. здесь мы- Там есть уголок небольшой, где как раз можно расположить. Да, мы убираем их от жителей, чтобы шум не создавать, убираем сюда, вглубь стадиона. Спидвей в Салавате настолько востребован, что вот даже при существующих расположениях, вот у нас здесь 1500 народу, количество желающих на эти гонки было, стоячие места были, просто очереди. Просто Гонка уже шла ресторан. 40 минут, а там еще очереди стояли около кассы. 200 миллионов 25 тысяч, но это по ценам 2018 года, когда НДС еще было 18%. А в РАИПе денег нету, да? Разговор был последний
Абдрахимов этот вариант смотрел и сказал так, но с Ихтисамовым разговор был о том, что 200 миллионов сразу найти очень сложно. Раздробить на две части, 40 миллионов в этом году успеть освоить на снос и подготовку сетей, потому что здесь очень большая дренажка. Я думаю, что общестроительная работа по канализации, по ливневке и так далее мы можем сделать в этом году. По крайней мере, начать. Да, и снос вот этих аварийных конструкций старых. А 160 миллионов это уже получается на следующий год сама конструктивная часть. Давайте сделаем, я поручение дам. Я сейчас оформлю. Там просто предложительный график строительства с учетом, чтобы уже полномасштабно в 2020 строили. У нас вообще вот Салават это единственный филиал детской команды «Зенита» здесь присутствует. И они там работают, скажем так, на профессиональном уровне там. А нам нужен сейчас стадион муниципальный для того, чтобы мы спортшколу собирали обычных детей, которые не просто там спортивные успехи, высокие достижения нужны, а футбол, как... С улицы их убирать. Давайте начнем строить. У нас с детского дома занимаются детей очень много. Дип. Да, все. Ага. Улыбайтесь. Ола. Спасибо большое за занятие. Рафич, так будет стадион? Да, все, мы договорились, будем строить. Спасибо. «Газпром» «Нефтехим Салават» – один из ведущих подобных комплексов в России. Основан в 1948 году и является градообразующим предприятием Салавата. Далее сюда в рамках рабочей поездки и отправился Ради Хабиров. $6 миллионов тонн. Производительность установки, да. У нас их две. Илово ВТ-6 и Илово ВТ-4. В итоге суммарно 10 миллионов первичной переработки мы имеем. С нее и началась модернизация завода нефтеперерабатывающего. Это вот установка короткой цикловой адсорбции. Мы построили, в прошлом году запустили. Концентрирует водородосодержащий газ. Концентрирует водород для гидрочистки, чтобы как раз вот очищать от серы и так далее. Такое вот, решение у нас проектанты нам дали. Достаточно симпатичная установка получилась с теплом. Там сзади вот труба, это установка производства водорода, мы ее пускаем в следующем году. Фактически, на самом деле, технологически это обычный фильтр, куда заходит водород-содержащий газ, который, смесь газа, да, а выпускает только водород. Технологически это так, на самом деле, является. Нам 10 лет назад сказали, что спирт умрет, что его не будет, что он самое... Вот, мы построили эту установку для того, чтобы она перерабатывала этот спирт. И на самом деле экспортные возможности спиртовые, они умерли, как нам и говорили. То есть Китай понастроил своих установок, все, ехать некуда. Поэтому, построив это, мы спасли еще и старый завод спиртов, по большому счету. Здесь после него следующий передел – это производство суперабсорбирующих полимеров. Это вот примерно так выглядит на картинке. Кондрес Сергей Михайлович, начальник смены производства акриловой кислоты и бутилакрилат. На смене 22 человека. Система противоаварийной защиты включена в исправном состоянии. Производство находится в нормальном психологическом режиме, замечаний нет. Круглосуточная, да, смена здесь? Да. Непрерывное производство. Отсюда, собственно говоря, дистанционное управление процессом происходит. Они по показателям, по параметрам регулируют расходы, температуру, давление. И там периодически качественные показатели происходят. А это тоже после модернизации, да? Нет, это новое. Это новое, да. В 2017 году. Это наша основная установка нефтехимическая, начало нашей нефтехимии, нашего предприятия. Перерабатываем бензин ШФУ, широкую фракцию газа легких углеводородов. Получаем основные продукты этилен, пропилен, раздаем этилен по потребляющим установкам. В основном это наши полиэтилены, БСК. Часть продаем на Казань,
на Нижнекамск, нефтехим. И по пропиленовой цепочке у нас свои потребители, производство спиртов и производство акрилатов. То есть отсюда начинается вся наша нефтехимия. Сидим на этиленовом кольце, единственном в России, который объединяет Казань Оргсинтез, Нижнекамск нефтехим, Уфа Оргсинтез, Каустик, Стерлитамакский и мы. То есть уникальный на самом деле трубопровод. Когда где-то что-то происходит или остановится на ремонт, то есть все взаимозаменяемые, мы можем из этого этиленового кольца подбирать что-то отдавать. Вот. А на нашем этилене полностью работает Каустик. У нас с ними длинный договор 5-летний. По объему, если говорить, вот 355 тысяч тонн по этилену, сколько, и где-то 140 по пропилену. Наш новый производство, которое мы рассматриваем, МТО, он будет давать 300 тысяч тонн этилена и 400 тысяч тонн пропилена. То есть еще будет крупнее, чем имеем сейчас Пиродос. Поэтому надо, конечно, стремиться. Мы находимся на строительном объекте комплекса тактического крекинга. Целью реализации данного проекта послужила выработка дополнительного количества светлых нефтепродуктов на 0,6 миллионов тонн в год. Результатом данного проекта будет получение товарного бензина, удовлетворяющего требованию технического регламента. Данный комплекс представляет собой комплекс установок. Самым сердцем данного комплекса является установка каталитического крекинга. Вот ее сердце — это реактор-регенератор. Сейчас, конечно, уже обшит площадками обслуживания, но очертания можно разглядеть. Также установка селективной гидротечки бензина, то есть мы уже после данной установки дочищаем товарный бензин до необходимого количества содержания серы. И в том числе строим объекты заводского хозяйства, это парк сжиженных углеродных газов, блок оборотного водоснабжения, факельного хозяйства. Есть еще сопутствующий объект, установка производства водорода. Вот на сегодняшний день она уже имеет высокую готовность. Мы проводим этап пусконаладочных работ. Готовность здесь достаточно высокая, 74%. По плану на 2020 год идем. Теплый сезонный период. Почти к этим работам приступаем. Думаю, что в течение, мы полгода, наверное, пускать. Будем заниматься, будем тут. Достаточно сложная работа. Такая установка в республике. Нефтепереработка, нефтехимия, еще минеральное удобрение. Уникальное предприятие. Предприятие уникальное, конечно. Самое главное, что оно активно развивается, оно не останавливается в своем развитии. Потому что мир очень конкурентный, и этот рынок довольно конкурентный. Вот в следующем году порадуемся, установку каталитического крекинга ведут. А это инвестиция, это рабочие места. Слышали, плюс 200 рабочих мест. Раньше жаловали жители Салавата на запах, сейчас с современными установками... Они, конечно, современные установки, они значительно более экологически чистые, это факт. Но мы сейчас с главой города как раз обсуждаем установки 3 станций отслеживания состава воздуха, поэтому и в этой части надо работать. Спасибо. Основное преимущество компании «Газпром Нефтехим Салават» – концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Салавату отправляется дальше, на площадку компании «Битум». Она основана в 1991 году как производитель нефтяных битумов. Данная лаборатория у нас, она предназначена для исследования, тестирования вяжущих по новым стандартам. То есть здесь совершенно полностью поменялся подход к оценке качества вяжущих материалов. То есть создается полная имитация работы вяжущего по асфальтобетонному покрытию. С учетом старения, с учетом приготовления асфальтобетонной смеси. То есть все это дело здесь имитируется работа. После этого только дается заключение о том, что вяжущий материал соответствует стандартам или он им не соответствует. Вяжущий материал, прежде чем начать с ним работать, мы проводим абсолютно полный комплексный анализ для того, чтобы максимально эффективно использовать дорогие компоненты, которые применяются для создания вяжущих материалов. Саша, есть образцы у тебя? Да, есть один образец. От обычного битума битум полимер модифицирован тем, что он становится эластичным.
То есть он становится вот такой очень мягкий и восстанавливает свою искусственность. Он не нравится, кстати, можно потрогать. Потому что Вот он в распаленном состоянии вы отправляете. Да? Да? Вот это, конечно, То есть, в отличие от обыкновенных битумов, они так не тянутся. Кстати, один из моментов, сейчас начинаем работу с производителями каучуков в Стерлитамаке для того, чтобы использовать их продукцию вот именно в этом деле. На строительстве федеральных дорог применялся в Уфе, по-моему, на улице Ленина. Ну, в Уфе он применяется активно, на самом деле. Больше всего применяется на сегодняшний день в городе Уфе. Если говорить о территориальном заказе, да. То есть сейчас еще у нас были очень серьезные переговоры с одной из компаний в Уфе, которая делает оборудование. Они хотят начать выпуск аналогов вот этих импортных приборов. То есть мы стараемся еще взаимодействовать со всеми производителями Башкортостана, чтобы, так сказать, интеграцию в себе производства. Да, это визуально видно. В детстве же мы лазили. Ну да. Он либо лопается, либо это. Ну вот это вот то, что мы на сегодняшний день выпускаем в промышленных масштабах. Наша задача еще уменьшить себестоимость этого продукта, естественно, потому что здесь применяется достаточно большое количество ингредиентов. Вот. И это уже химия, это связи химические, это реакции и так далее. То есть для этого все есть у нас оборудование и люди, которые этим занимаются. То есть такой достаточно сложный процесс. Да, то есть, да, у нас две колонны. Мы сделали реконструкцию 3 года назад, мы поменяли практически все. То есть мы сделали узлы смешения. Газы, которые выходят из битумных колонн, раньше они собирались, и сейчас мы их сжигаем. В этой печи, где основной происходит нагрев сырья. Ну, одна колонна, производительность колонн где-то порядка 40 тонн в час. Вот у нас установка производства примерно битума. Производительность ее тоже 40 тонн в час. То есть после того, как он прошло через мельницу, он должен попасть в емкости, где оно разрывает порядка 4 часов. То есть должна произойти реакция между полимерами, битумами, всеми ингредиентами, чтобы они вот именно стали, потому что здесь все основано на модуле упругости. Даже какую нефть перерабатывают и как перерабатывают. Да и получая в то же время битумы, то как окисляет, то как получает битум, от этого тоже очень много зависит. Мы отгружаем машинами, можем отгружать на железную дорогу, эту битум, как заказчик. У вас тоже круглосуточное производство, да? Да, конечно. Непрерывное, конечно, да? непрерывное производство. Ночное дежурство. Ночное дежурство, все, да. круглосуточно. Компания «Салават Металл» – очередной объект, куда в рамках рабочей поездки по Салавату отправляется Ради Хабиров. Основа производства на этом предприятии – горячее оцинкование различных металлоконструкций. Мы занимаемся горячим цинкованием. Это полностью замкнут у нас здесь производственный цикл. Здесь у нас капсула отравления находится с соляной кислотой. Там происходит обработка металла от ржавчины, от всяких напылений. И потом там же мы производим обработку флюсом двойной солью. Уходит на сушилку металл. И потом уже отсюда переходит по нашим кранам на ванну цинкования, где вот сейчас настраивается приготовлено, где мы сейчас при вас будем цинковать металл. Пойдемте. Здесь вот уже, допустим, сейчас вот происходит там расплав цинка у нас со всей полностью лигатурой. Металл опускается и происходит химическое замещение верхнего слоя железа с цинком. То есть вот это вот кипит, это что? Это цинк, это сейчас сгорает, да. Это сейчас сгорает двойная соль, флюс. Без флюса у нас не произойдет химической реакции. Во время этой реакции происходит замещение цинка железа. Потом мы откроем шторки, ребята сверху золку соберут, и уже покрытая цинком будет выходить металл. Вот она стреляет, да, вот цинк? Да, это вот цинк сейчас стреляет, она химическая реакция происходит. И это какая температура у него? там температура 450 градусов. Вот цинк расплавляется. Да, да. Температура поддерживается постоянно, круглосуточно, как мы работаем. Цинк въедается прямо. Да, он защита от коррозии. Да, защита от коррозии. На 50 лет, практически 50. Сейчас они ее маленько траверсу покачают, чтобы те остатки, которые из золки остались там, всплыли, и прочищают уже специальными кружками, как он называет,
Вот они сейчас ее раскачивают. Я первый раз. Цинкуем любой металл. По сути, жидкий металл. Вот, Да, это жидкий металл. Но мы и относимся к металлургии. Вот они отгоняют. Вот вверх. Да, они отгоняют. Сейчас зеркало почистят и начнут уже подъем. Цинкуем весь металл. Дорожное ограждение у нас много. Металлоконструкции всевозможные. Лишь бы они у нас входили в нашу ванну. Но мы, когда договариваемся о цинковании, мы габариты, разрабатываем КМД. Все делаем это. Технологические отверстия. Такое тяжелое все-таки. Но до сих пор не придумали технологию вот этого флюса. Нету, да? Нету. У нас там ванна охлаждения и уже пойдет на съем. Да, вот по тому крану, там стоит у нас шаттл, туда опускается, ванна охлаждения и уже на съем. Ребята на съеме уже подчищают там где-то какие-то капли, которые остаются, технологические отверстия для сборки подчищают и уже упаковываем, отправляем заказчику. Все, и потом это уже вот готовое изделие. Да, это уже готовые изделия. Нет, сколько человек работает? Здесь 100 человек. Запуск у нас в Уфу, пешеходное ограждение тоже цинкуем. Уже довольно-таки много в этом месяце оцинковали. Тоже делаем для Уфы. У нас в Башкортостане и, оказывается, и битум изготавливают, и металл оцинковывают. Для меня все больше открытий. Ну, это, естественно, у нас крупнейшее нефтехимическое производство. Конечно, у нас битума много. Вопрос другой, какой битум делает. Вот это предприятие делает битум марки PG, да? И этот битум дает возможность долговечности дорог, более стойкости дорог, то есть эксплуатационный срок увеличивается. И вот мы как раз сейчас обсуждали, и наша задача вот именно такие качественные битумы вводить в наши асфальты, чтобы дороги у нас были. А то мы иногда поселим дорогу, а через 2-3 года там колея. Вот я специально приехал на это предприятие. Мы им помогаем вообще, потому что они у нас и в рамках инвестиционных проектов работают, потому что они хотят увеличить производство. Но я специально хотел заехать и посмотреть, вот что это за предприятие. Но в этом году мы беспрецедентное количество дорог отремонтировали. Да, но вот говорят, что уменьшается количество потребления битума PG. Сейчас буду разбираться.